утром кушал, а может быть и не кушал. Вот. И я, как говорящее дерево, вообще должен был по сценарию, я так понял, молчать. Должен был стоять, а меня посадили, и вот я сижу, я думал, сажает только в айкидо судья, вот, госпожа, не будем рекламировать, называть ее фамилию. Вот, но вот видишь, раз вот у нас вот так получилось, что я вот, я могу сидеть и пока что добровольно. Да, добровольно, и естественно, я надеюсь, и дальше это все будет добровольно. И когда я вот услышал голос, это в далеком еще в 90-х годах, что ты, вот свое предназначение тогда, а в том, что я дерево. Понятно, что это все не сразу пришло, и что это было через не в одночасье, а все это так постепенно. Изначально вот получилось как-то вот так удачно приобрести вот эти активы Сатзимтреста, РСУ зеленого хозяйства. Вот, и потом и не впоследствии, а буквально сразу я его и возглавил вот, в статусе директора вот, Архангельского зеленого хозяйства. И вот и через это я, наверное, и пришел-то вот к дереву. И вот этот слоган-то, вот это «посади свое дерево», он и стал вот, вообще вот моей целью всей моей жизни. Сначала это все как бы сочеталось с работой, с бизнесом, вот. А дальше больше меня понесло уже, что я как бы вот этот, как семена, они по всему миру. И я вот в 98 году я отошел от всего этого материального и стал просто деревом. Но я себя назвал там вот человек-дерево. И вот, ну это вот дальше это тут и древархи, и просветленные, и там смена фамилий, все, и это крылья. Но это уже все это потом, все это там постепенно, шаг за шагом, ну вот и получилось вот какой я есть сегодня, вот с таким вот, с родимыми пятнами во всю голову. Я вот сижу сегодня здесь, вот у вас в гостях, и вот радуюсь то, что вот мы есть, и то, что вот у нас есть такая возможность вот все-таки ответить на те вопросы людей, заинтересованных не только там в ШИЭСе, там, политике и так далее, но вообще жизненные. А когда вы говорите мы просветленные, вы кого имеете в виду? Ну, я имею в виду, наверное, может быть, моих детей, наверное, моих друзей, соратников, сподвижников. Вот я могу выразить как бы общее мнение в связи с тем, что я как бы себя, может быть, считаю закоперщиком этого всего и движущей силой этого движения, так как вот ветер, вот, я его вот постоянно толкаю, вот уже практически 30 лет, но уже больше четверти века точно. Вот, и многие еще даже не родились, наверное, вот когда это все пришло, все вот эти, в эту голову. А вот когда вы говорите про детей, вы имеете в виду настоящих детей или это я как в прямом смысле, так и в переносном, да. И понятно, что все дети – это мои деревья, это та вся любовь, которых я холю, лелею, и сажаю, и сажал, и буду сажать тоже. Вот. Хорошо, а вот как раз интересно тогда про детей настоящих. А как вообще ваша семья отреагировала, вот ваш переход от директора крупной компании к роли акциониста, которым некоторые вас называют? Да, ну вот это все, во-первых, с 94-го года, когда это все произошло, вот, что... Ну, в принципе-то эти все моменты, они ведь все в той же, вот, если без рекламы, без Википедии, там, где это можно вот тоже все это прочитать, там, я и думал-то, что будет как диалог, может быть, это с людьми посвященными. А если это все как начинать, это ведь, наверное, не хватит всего время всей передачи. Ну, или как-то вот, может быть, сжато. Как-то сжато так.
расскажите, потому что вот в Коми вас не так много знают, как в Архангельске, поэтому вот как-то интересна ваша вот эта вот судьба перехода. Просто я тогда могу, вот если очень-очень сжато, а если, допустим, более расширено, то можно вот в той же Википедии почитать, кто такие древархи просветленные, это вот это люди-деревья. Вот. А так вот с 94 по 98 года я руководил вот зеленым хозяйством. И это и текущее содержание, там капитальный ремонт зеленых насаждений, и оттуда уже пришла вот сама идея, вот это туда дальше, вот посади свое дерево, вот этот слоган, и пошло это сначала это все как бы с материальной точки зрения, а после 98 года, когда я ушел вообще со всего бизнеса, со всех своих постов и стал духовной субстанцией. И вот это вот как движение, это посади свое дерево, оно как моя цель, она еще тогда не было древарха и в помине там. Это вот все, вот, я почему-то думал, что это будет все легко, что это вот будет как само собой, как вот руководить предприятием или, допустим, того, чего не было, вот эти вот общественные начинания, которые уже тогда были как бы общественные движения, там, вот эти общественные организации, это все совершенно по-другому. Как оказалось, этого еще не было вот в истории, и в моей, по крайней мере, истории. Может быть, как где-то истории было, вот, но в моей не было, и мне все это приходилось как бы заново изобретать велосипед. И я вот с 98-го года... Изобретать велосипед в смысле общественной деятельности? Ну, да, вот, это, вот именно как человека-дерево, как все через себя, стать духовной субстанцией, нематериальной личностью, отказаться от всех денег, от всех вот этих благ, уйти там, не знаю, как это назвать, там, в себя, не то что там замкнуться, а раствориться во всех. То бишь это природа человека, природа окружающей среды, природа там, вещей, вот это все, во все и во вся, и все это вот ты, Андрей Валентинович Христофоров, который вот, родился, да, в 1964 году, вот, 4 декабря, и вот по сей день вот, несет вот этот крест, ну, в виде вот этого образа, в который он вошел, и, ну, и совершенствует ясь в этом. Я вот могу уже сегодня вот как бы, может быть, выдыхать более спокойно, как мне кажется. Может быть, я где-то и ошибаюсь. Естественно, общаясь, ты постоянно тоже работая над собой, совершенствуешься. В общем, если ты нашел себя, осознал свое предназначение, ты понял, что насколько это вот классно просыпаться утром и понимать, для чего ты живешь, и тогда есть смысл засыпать вечером. Скажите, хорошо, ладно, тогда вот с давней истории к сегодняшнему дню. Почему в итоге вы оказались в Коми, и что за суд сейчас проходит в Айкино? Суд это, ну, я могу это все своими словами. У прокуратуры у них свое мнение, вот, у полиции там свое, у суда своя. Вот. А я-то считаю, что я езжу, и чем больше я расскажу людям или там покажу людям вот этот вот образ, где бы я ни был, что бы я ни делал, главное не изменять своим принципам. Вот. И я вот, естественно, я ищу любые поводы, любое
Любой повод, да, трибуну, чтобы вот нести, сеять это доброе, разумное, вечное. И также вот я, соответственно, использовал вот этот вот наш получается, что шиес, но это если говоря открытым текстом, потому что мое каждое там появление, оно было воспринято нашими соратниками как праздник, потому что когда ты идешь, все улыбаются, все довольны, все сразу все счастливые, то вроде как будто все там пропало, там кругом там это серо-буро-малиновое, все эти там погоды черные, там силы темные, вот. А ты идешь, и вот этот свет, но и он как бы позитивом заряжает, он нейтрализует негатив, и ты, по крайней мере, можешь нейтрализовать его в ноль. Если ты там с минуса в плюс уведешь, это уже классно. И вот наш вот славный Шиес, он помог также многим людям найти себя. И вот хотелось бы и дальше, чтобы оно все шло вот так же вот по нашей планете, семимильными шагами. Я не беру, в частности, Россию, Украину, это все там, Белоруссию и дальше. Вот. Ну так за что вас судят в итоге? Судят вообще за элементарщину, за то, что вот просто РЖД в лице, я не помню уже этого гендиректора, когда они запретили остановку на Шиесе, а на следующий день меня просто понесла нелегкая, или, не знаю, даже ветер попутный, наверное, вот, в поезде, вот в этом нашем общем вагоне, в 10-м. Вот, и я что-то, и машинист забыл, наверное, остановиться. Они притормаживают на станциях-то, они не летят с полной скоростью. Ну, естественно, я в этот момент также читал стихи, там, пел песни, рассказывал людям о скоротечности бытия. И я смотрю, что наши-то стоят, а мы куда-то едем. Понятно, что у меня автоматически сработал инстинкт самосохранения, и я как вот эту ручку, или, не знаю, или рукой, или может быть, моей рукой, Творец опустил этот стоп-кран. Но я-то знаю, что эти все административки, это не больше 100 рублей, но если деревянными, хотя у нас валюта своя, древархики, это одна улыбка, там можно поулыбаться и не на 100 рублей, но вот я наулыбался на 318-ю первую часть. И вот за нее и судят, так как получается, что это сопротивление вот, власти придержащим. То, что когда я опустил стоп-кран, выскочили наши братья в форме, вот, их чуть не двое, а потом уже третий там вот не фалоимитатор, а вот этот вот да, электрошокером таким. Вот из-за этого судят то, что вот у нас случилось такое недопонимание. И как, получается, вчера был первый суд в Байкера? Да, было вот 14:30, мы вот встречались и получили удовольствие, лицезрели друг друга, глаза в глаза. И я там радовал всю нашу и службу судебных приставов, там, естественно, все фотографировались. Ну, понятно, что и не только судьи фотографировались, но и прокуратура, и наши адвокаты, и просто праздно прогуливающиеся коми, как правильно-то вот просклонять. Коми, не склоняется. Вот. Коми-жители. Вот, да, коми-жители Айкина. Вот. Из Айкина, да? Да, и, естественно, вот это праздничное настроение, это ведь даже, все равно даже смерть, это тоже праздник. Просто когда ты переходишь, вот, или там пожизненное заключение, это вообще большой праздник. Вот. А тут вот, ну о чем тут говорить? Ну, сама статья-то подразумевает там до 5 лет. Так что если так серьезно относиться ко всему, можно и спиться раньше времени. Это хорошо, ты пьешь воду, когда ты ее берешь вот пучком света и говоришь: спаси и сохрани дерево, эту вот звезду там мысленно
мысленно нарисовал, и эту вот, и отпустил ее туда на небосклон, и одной звездой становится больше. Это как улыбки, которые ты в рамках программы «Подари свою улыбку» источаешь, так и подними свое настроение, ты его поднимаешь. Если сам себе не поднимешь настроение, никто его не поднимет. Вообще, я вот молчун по своей природе, я уже вот говорил, и тоже, но вот не всегда вот удается. Но вот запиваю, вот когда... Только воду пьете или какие-то еще любимые напитки? Нет, я исключительно воду. Не потому что вот свежевыжатый сок, если бы там растет там яблонька под тобой посаженная или там твоими родителями там другие какие-то вот эти. Ну, бывает и грешу, там что-нибудь там из консервантов какой-нибудь сок. Но это понятно, что все эти продукты на непонятных этих там добавках. Вот. Ну, отмаливаю, но я все это там трижды прочитаю молитву, а дальше уже как бы сначала в мыслях очищаешь, а потом уже вот, все употребляешь. А как вообще впечатление от Айкина, ну и всех остальных деревень и сел, которые рядом, как раз они же близко к Шиису? Так, ну, везде хорошо, где нас нету. И естественно, вот Коми-то, республика, это вообще вот клондайк. И я вот не перестаю удивляться, я даже вот не хочу уезжать. А меня вот завтра выгоняют утром. Вот. Я-то вот цепляюсь вот за землю. И хотелось бы еще вот до четверга остаться, до следующего. А говорят, нет. Езжай уже в Архангельск. Уже хватит, говорят, уже. Тут это как с анекдотом, с лягушонком-то, говорящим-то. Если представляете, что вот он, лягушонка-то когда мучают, но я против насилия. Вот, берут его за лапку, и его там раз, его в табуретку, тот говорит, ква, потом еще раз ква, а на третий он говорит, хватит нахуй, говорит. И вот эти вот такие вот моменты, это все, ведь это больно, все ты начинаешь страдать, переживать, и это все через себя, и ты вот эти все наши болота, я вот хочу вот просто с этой стороны подвести. Вот, да, вот. А наше болото, в смысле, да, Коми болото, да. Понятно, что мы болото, свои болота-то никому не отдадим под свалки. Понятно, что нужно это все непрямым доисторическим способом отмывать деньги, если в прямом смысле говорить, вот как есть. А можно же ведь как-то ведь там, ну, на худой конец, хотя мы худых концов не держим, там сжигать как-то мусоросжигающие, или вот это сортировать, или там, ну, самим понятно, что раздельный сбор дома у себя, вот я вот организовал, вот я надеюсь, что у тебя также он организован сбор. Я сегодня принес сюда, здесь в Револьт, просто здесь делается раздельный сбор, собирается, я много коробок картона сюда тоже притащил. Ну, вот видишь, а тут еще ведь эти пластики, и это одно, и второе, и третье, и если мы сами себя начинаем, а дальше больше через наших родных, близких, и близких их родных, и вот так вот постепенно мы вот все-таки экологизация сознания, она будет более чище, помыслы будут более светлее, и слова живые, и дела вот наше дело, ну, праведное, и мы победили. А какое ваше основное дело? Чем вы занимаетесь? Я сажаю деревья. Я как в прямом смысле сажаю деревья, так и сейчас я тоже сажаю дерево вот с тобой, дерево дружбы. И вот с Наташенькой мы сегодня вот целый день вот двигались вот по нашему славному Сыктывкару. Вот. И там всем рассказывали, показывали, давали попробовать там подержаться там за ветви древа, которое у меня вот за спиной, я его тащу. Некоторые говорят, что это надо вот по дереву постучать,
сказать «здравствуй, дерево». Вот, что раз я человек дерева, что это вот крылья, говорит, это ведь крылья ангельские. Я говорю, так это, если я древесный ангел, то вы можете, говорю, и желание загадать, можете, раз вы мое желание исполнили, поддержались, то я, соответственно, исполняю ваше желание. Ну и вот так дальше, больше. Ты вот этот вот слоган-то, этот древарх-то, это уже как бы уже следующий шаг, это от ангела уже к архангелу. И вот и древесный архангел, это вот и есть вот сокращенно-то древарх. Вот. Ну а мученик или там просветленный, или как, это уже все придумали люди, чтобы, ну, чтобы меня как-то вот обезопасить, защитить, потому что ты, если тебе бьют вот эту татуировку на лице, вот как вот эти вселенскую гармонию, и хотя я ее называю ласково, это родимое пятнышко, вот, но это все очень больно, и хотелось бы, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы таможенникам было понятно, ну и пограничникам тоже, потому что им, когда показываешь паспорт, они все это видят, и что там, что на лице писано, и вопросов не задают. А так пока вот, конечно, задают вопросы. Зачем мигалки, зачем там эти фонтаны дымовые, огонь, дым, рубище, в общем, весь этот спектр. Да, вот мой следующий вопрос будет как раз про мученичество пограничников и временный отъезд из России. Ага, Украина да, наша. Да, Украина. Как вам там жилось? Мне прекрасно там живется в Украине. Я уже просто говорю, что то, что вот придают наши официальные СМИ, это одно. А то, что вот там как живут люди, это совершенно другое. Хотя им тоже говорят официально о нас, я вот есть вот с чем сравнить, там все-таки 2 года, а идет там год за 3. Я там просто жил, и я понимал, что насколько это вот вся политика большая, там, что значит, кому-то выгодно это вот вранье, кому-то выгодно вот там друг на друга наговаривать, там, в общем, это не только цирк, там кино или как. В общем, весь негатив все там. А я, чем вот я там занимался? Я садил деревья. То же самое, что я делал здесь, я делал там. Я также все был точно такой же. Еще там вот, также на Древархосипеде я там колесил, там и Чернигов, и Мелитополь, Харьков, Киев, ну и там много очень городов, вот, и где мы сажали также и с единомышленниками деревья. И люди принимали, они же и спать уложат, и накормят. И, так что вот я благодарен очень украинцам. И, ну, есть, конечно, там перегибы, есть и националисты, там, да и у нас не меньше есть тоже, и в наших рядах правоохранительных органах тоже есть такие, как одену протупею, все дубею и тупею, не помню. Вот, так что сколько людей, столько и мнений. А с какими конфликтами приходится сталкиваться? Есть ли те, кто агрессивно реагирует на ваш образ, Нет, внешность? Мне это вообще не встречалось. Это про Украину. Ну и на Украине, и в России? Нет, вообще все душки. Все ведь зависит от тебя, насколько ты сам продвинут и насколько ты сам готов видеть вот во всех, даже вот в последнем преступнике, который хочет тебя засадить, вот, допустим, в тюрьму на длительный срок. Ну, ни за что. Потому что вот ему сказали система. Вот такая система, вот я пошел на работу, но ты все равно ведь остаешься человеком. Ты родился человеком, тебя воспитала мать, а ты пошел отстаивать на ту же помойку, вот, и в образе полицейского или в образе этого маски, не в маске, там с одними прорезями для глаз, там охранниками, рабочими, вот это, все как будто они в ремесленниках
временщики, как будто им ничего нет, не хотелось, а хотелось только там все загадить и за это. Нужно вот все равно это все принимать, и их такими, какие они есть. И дальше работать над собой, потому что только работая над собой, мы можем и Байкал отстоять, и все эти там парки, скверы, и многое другое. Просто взявшись за руки, да, и даже вот улыбка, и как красота, она спасет мир, и так и мы победили, и пандемию, и вот все это, все эти, как там, всемирные заговоры, все это, вот, все понятно, все это смешно, все эти циферизации, там, еще. Так что это, понятно, что это люди, это все большие деньги. Да, вот очень многие сейчас из России, из активистов уезжают из страны и просят там политическое убежище. Очень редко кто возвращается. Вы тоже на Украине, как я понимаю, просили политическое убежище, но все-таки решили вернуться. Вот почему? Я ведь постоянно что-то прошу. Прошу не только убежище, да, прошу хорошей погоды там, в засуху. Прошу солнца в дождь, там, одно, второе, 10. Может быть, там вот земляную грушу очень бывает, прошу, там вот ищешь, чтобы, допустим, вот скушать, потому что там вся еда-то, она на земле или в земле. Вот, и ты, если ты кушаешь прямо там она под ногами, там только не устаешь, там работать надо не только над собой, но и в прямом смысле. Вот. И если мысли не потерять. Почему вы вернулись из Украины? Пытаться, да. Вот. Вернулся, потому что услышал голос из прекрасного своей родины. Они говорят, что ты все равно и тебе надо с Россией-то все вопросы урегулировать, а ты у нас находишься вот в розыске международном и федеральном, соответственно, розыске. А я-то все мечтал, что я вот получу убежище во всех там 200 сколько-то стран, везде там посажу эти дерева познания, древо жизни, будет оно будут радовать. А пандемия все закрыла, все границы. И я думаю, что пока есть время, можно приехать к своим и все вопросы решить. И вот хорошо, вот кореша приехали и меня сопроводили от границы вот, без наручников. А могли бы в Столыпинском вагоне, потому что я раз в розыске, то меня бы... Так они еще и не только сопроводили, они еще и помогли мне, еще там этот тандыр, там 100-килограммовый, там обоз у меня там столько, это все для музея друзей Древархов, столько было подарков вот, передано, и это все это надо было переносить, уносить. Ведь тоже путь не близкий, там сколько километров. Это еще с 2 пересадками железнодорожными, не считая еще вот этих. Не боялись ареста прямо на границе? Нет, страх это наоборот, он ведь тебя воспитывает, и ты начинаешь понимать вообще, вот фильм не ужасов, наверное, а вот во снах-то ты вот, бывает такое, что вот ты боишься просыпаться, ты думаешь, вот еще бы там немножко там страха, и тогда ты уже выйдешь героем, вот. Но я вот еще вот испытаю настоящий страх, когда мне зачитают приговор, вот, по поводу души, да, вот, Вайкина, вот, и я буду самым смирным, самым добрым, потому что я и покаялся, и раскаялся, и понятно, что я говорю, что это я во всем виноват, потому что я даже вот своего, вот, которому принес эту острую боль, Дмитрию, да,
вот, фамилию не буду называть, вот, что я его вот не перевоспитал, а мне надо было просто, как говорится, тупо взять его фамилию, имя и отчество, войти через карму в его вот эти, в прошлые жизни, и через это из него вот поднять, чтобы у него тоже выросли крылья, и чтобы мы с ним вместе вот в рубищах, в балахонах вот ходили бы по миру с высоко поднятой головой и несли бы вот это, весь этот свет. Вот, вот, и вот это вот, я говорю вот со всей вот искренностью, правдой, вот я так не только думаю, я так живу уже вот 58-й год. Ну вот вы сейчас уже второй раз сказали, что нужно даже с оппонентами находить общий язык. Конечно. И поэтому я хочу спросить ваше отношение к вашей самой громкой акции на ШИИСе, когда вы мочой обливали охранников. Спустя вот пару лет. Не кажется, что это был перебор? Нет, так это вот урина, это, да. Это золотой дождь, это вы имеете в виду, так ведь оно, я же ведь не знаю, просто меня ведь одного на всех не хватит. И там ведь на самом деле, это вы видели, там большая канава полная воды. Я же ведь из нее набирал эту воду и поливал наших братьев. Вот. Но кто-то видит в это, что это вот это один древарх, все вот это заполнил все эти пространства. Вот. И я думаю, и попить уринки тоже не помешает. Допустим, она лечит же, ведь не просто, ведь она, если бы она калечила. Ну да, вот и она вот, ребята-то вот впряглись, вот, когда там на меня навалилась орда-то, а я-то, видишь, старый циррозник. Ну, все с печенью-то я тут все никак не мог. Ну, по крайней мере, она не подвела меня вот за эти года вот, странствий. Я как вот странствующий древарх такой. Вот. И я считаю, что это не самое такое. Там все эти, там сколько вот этих акций, которые там было, это и тепловозы ведь останавливали, я там эти камни на рельсы, и это контактные сети вместо зелено-красных, чтобы эти не ехали и там свой щебень, вертолетные площадки, там тоже что-то какие-то из леса через забор летели булыжники, говорят, да древарх это в лесу, там чего-то дело кидает. Так это, я говорю, знаки подаем пилотам, чтобы они не садились с этими бочками, с горючими. Или там забор ты начинаешь, там шуруповерт ломать, который вот этот. Тут с одной стороны стоят все наши, там человек 200, наверное, там охранников тоже, с полицией тоже не меньше. И вот это вот тонкое такое вот противостояние, и ты тут вот на середине и уравновешиваешь это все. А они-то стоят, а я-то пашу, мне-то надо было весь забор развести. Но так это забор, это тоже, и тут вот куда ни коснись, обливать мочой нормально. Везде. Да, конечно, это да. Если еще попадает она в глаз. Потому что, как говорят, вот если пинали-то под зад, а я, говорит, увернулся и попала в глаз. Ну вот мне это надо не перегибать. Вот, чтобы, сейчас суд не закончится. Да, чтобы вот эти все эти моменты. Просто у меня сейчас вот они, когда всплывают, вот эти, потому что я ведь когда приходил на работу, устраивался туда, на полигон, это был мой первый туда визит, вот где-то в январе 2019 года, но меня ведь не взяли на работу они. Вот. А я пришел, как все. На работу, в смысле? Не охранником, а тоже я там как бы должен был там работать этим трудником. Вот. Также и после этого и там эти Росгвардии, или я не знаю, кто-то тоже по лесу там шастает, какие-то с полной амуницией, там, со всеми автоматами, там,
ножами, еще чего-то. Я тоже ведь там говорю, ребята, вы хоть как-то ведь, есть ведь не просто там шагающие деревья там, или там деревья там поющие. Я вот им пел, они говорят, кто это там? Да она, говорит, и в общем, пугал я их. Они говорят, леший там или еще как-нибудь нашими героями, лесными нашими братьями. В общем, обзывались всяко-разно, но вот видите, ну ВОЗ, как говорится, вот такой спрос мы выиграли, победили, и теперь по образу и подобию, я думаю, что все-таки будет и на улице праздник, и других наших городов, где вот эти помойки, где, ну не только это там сплошь и рядом всякого этого негатива, эти авгиевые конюшни разгребать. Вот хорошо, немножко другая тема. Это вы достаточно много участвовали в разных предвыборных кампаниях. Но это вы еще в той жизни, да? Да нет, в относительно недавней даже тоже. Ага. Ну, лет 10-15, вот, как назад. Ну, выдвигались, были в депутаты или еще куда-то, да. Депутаты разных советов, меняли фамилии даже для этого. Ну, в общем, по-разному были такими. Некоторые считают вас инструментом политтехнологов. Есть ли некоторые компании, вот предвыборные, в которых вы участвовали, за которые вам стыдно сейчас? Нет, конечно, нету, потому что я сам политтехнолог и сам это все как бы придумываю, весь этот бред сивой кобылы. Мне просто делать нечего, времени вагон, и мне надо было как-то достучаться вот до наших вот политиков. Вот. И, естественно, я брал фамилии там и Дмитрия Анатольевича Медведева, и Владимира Владимировича Путина, и там олигархов, там наших ученых, и, ну и кого только. Я не про братьев Месяцев вообще молчу, там дни, недели. Я вот это все как бы старался раз в месяц. Но у меня рекорд вообще в день было полностью поменять ФИО. Вот. И это ты таким образом ты работал, ну, вот я говорю, над внутренним миром человека. Ты уже как бы ты перевоплощаешься, получаешь весь пакет документов, там, начиная от там, это медицинского полиса, там, страхового, там, еще, вот это все, и ты там переживаешь, и эти флюиды, фитонциды ты передаешь на расстояние. Не обязательно он живой, или как Ломоносов Михаил Васильевич, Царство Небесное, тоже вот мой земляк, вот, мы тоже с одной деревни там, аж до 7-го колена, вот, Ломоносова. Ну, с Путиным, с Ломоносовым понятно. Но вот да, но это я просто вот фамилии, я к тому, что вот это тоже политика. И это Ломоносов тоже политика. Вообще все, что не делается, все делается к лучшему. А у меня ведь только на хорошо и отлично. У меня других оценок нет. У меня есть один конкретный пример. 2012 год. 12-й. Да, выборы мэра Химок, где выдвигалась Евгения Чирикова. Женечку, да. Да. А вы там что там, делали? Там кроме Женечки еще Ларат Митволя Лежа, по-моему, был. Там еще. Я ведь их всех знаю, как облупленных. И то, что вот говорить, писать это одно, а кто есть на самом деле, это другое. Но если бы они были бы древархи, тогда бы было бы понятно, что там двигает, что там стоит за этим всем. А когда это, ну вот ваша роль какая была в тех выборах? Есть мнение, что была история, что Чирикова выдвигалась как реальный кандидат от оппозиции, от экологов. И была задача у тех, кто играл против Чириковой, устроить карнавал и дискредитировать как-то это экологов. Человек-паук, там, я помню, там писали. Там была очень разная история, в том числе появились вы с репортажами на НТВ. Это даже, по-моему... Не кажется ли вы, что вот ваш некоторый образ сыграл тогда для дискредитации экологического движения и превращения всего этой кампании в шоу? Шоу и в цирк, да. Цирк-то он и был цирк, и есть цирк, все эти выборы. О чем вы говорите? Это же ведь просто есть большой цирк, большая игра, большие ставки, а есть маленькая игра, там вот эти у каравая не без крох, там, или как это говорят, хлеба. И вот, и люди-то ведь
люди-то все корыстные, все материальные, все равно они все, что нельзя там купить за деньги, там люди покупают за большие деньги. А если ты, допустим, вот бессеребренник, я ведь не знаю, но ты, я вижу, на 50-50, вот, потому что тогда бы мы уже, мы, может быть, не здесь бы, сидели бы у тебя бы на яхте бы, и также пили бы вот водичку, вот, и ты бы рассказывал вот бы не только бы вот о скоротечности бытия, о смысле жизни бы, такой философ, а мы бы и как депутат Государственной Думы, да, вот, но я вижу человека, верю, не вижу, не верю. Чириковой вы верили тогда? Ну, или вы не верили, и поэтому ей помешали? Я лично, нет, я-то ее лично не знаю, потому что мы с ней на брудершафт, вот стакан воды из ручья вот этого девственного родника мы не пили. Вот если бы мы, допустим, пригубили бы, и тогда бы я бы сказал бы там, вот так-то и так-то. А я вот не пил и не ел с рук. И я вот просто даже вот не знаю, чего там, кому я мог помешать. Ну, кому оно помешает? Это, ну, хорошее, доброе, чистое, светлое, оно никогда не помешает. А если, допустим, кому-то выгодно это все как-то развернуть к себе лицом, а к лесу, как говорится, там избушка, вот встань к лесу задом, ко мне передом. Вот. Ну, можно ведь тут столько дров наломать, что и там все равно не отмоешься, будешь ты. Так что вот понятно, что я стал деревом. А если им нравится быть политиками, ну вот они политики, и они там имеют свои хорошие заработные платы, и наверное, думают о народе, вот. Надо это показать бы, вот вы возьмите и покажите каждый день, вот, что человек сделал для себя, в частности, или через себя для людей. Потому что все равно человек, он по своей природе, это у него потребительское отношение к себе. И вот то, что вот если меняется где-то в сознании, все люди говорят, он какой-то не такой, он, наверное, ненормальный, раз он там пьет там не коньяк, а воду. Хорошо, ну ладно, Чирикова далеко, да, я понял. Чирикова далеко. Есть два человека, которые поближе. Ага, вот в это Архангельской области. Очень тоже хорошо. Недавно были выборы в Государственную Думу. Знаю, я всех людей знаю. А кого вы поддержали на этих выборах? Я всех поддержал, потому что у меня ведь нету права голоса-то. Я же дерево, и у меня и регистрации-то нет. Хорошо, ладно, но... Так бы я в плане наших депутатов, которые проходили, да. кандидатов в депутаты зарегистрированных, которые шли от наших общественных вот организаций, да, вот я в частности. Вот конкретно были кандидаты от коалиции «Стоп-6». Олег Мандрыкин и Хорошие парни. Да, Александр Козинков. Они выдвигались. Я Сашу знаю, давеча вот разговаривал с ним. Но публично вы поддержали спойлеров. Кагуту и спойлеры, Коптеву. это ты имеешь в виду, Ну, на этих выборах были в оппозиции к единороссам два реальных кандидата по архангельским округам. Знаю Олег их Мандрыкин тоже. и Александр Козинков. Чтобы они не набрали А еще был Олег же ведь, по-моему. Он прошел, Олег прошел. Да. Нет, еще он третий-то он. Чтобы они не набрали достаточное количество голосов, были выдвинуты еще Владимир Кагута и Оксана Коптева. И вы почему-то поддержали последних двоих. Ничего не сказав про Мандрыкина и Козинкова. А где говорить-то надо было? Я вот на трибуне, да? Или где? Я ведь вроде вообще нигде не говорил. Я где надо, это я не знаю. В лесу кричал. Вот, а где я вот? Нет, я-то готов. Где вы говорили? В вашем паблике ВКонтакте, например. Паблике? Да. Да я даже там не сижу, у меня там доченька сидит. И еще сын иногда там заходит. То есть это дочь опубликовала? Нет, это значит,
Нет, это может быть, я бы публиковал. Я же ведь не помню, для меня ведь это не принципиально. Я считаю, что вот это все суета-сует, это житие, как назвать, я Вову-то знаю, вот то, что они там, он меня и привез ведь первый раз на ШИЭС-то. Если бы не Володя, я бы все, может быть, еще и шел. А так я уже в январе, я уже был на ШИЭСе. То есть вы его искренне поддержали? Так он меня туда и привел. Ну и Оксана, я и Сашу поддержал. И Олега Мандрыкина поддержал, но я не знаю, как вот, как мне надо землю, не землю, от чего вот надо, как, но я думаю, что вот это, то, что сейчас вот разошлись вот тут у многих вот наших сторонников, которые вот участвовали с ШИЭСом, они почему-то вот как-то разобщились, мне говорят, а вы кому принадлежите, там, к одному, ко второму или там, к третьим. Я говорю, да я вас всех люблю. Они говорят, нельзя всех любить. Я говорю, так я же, говорю, дерево, вы уж меня не казните строго-то. Ну чего, если у меня нету ведь никаких корыстных целей. Там. Мне на самом деле это ведь ничего и не надо, мне даже и мандата-то не надо. Я и так, если надо, приехал ты в эту Госдуму как общественник, зарегистрировался, и ты, понятно, что как ты ничего не решаешь одномоментно, ты также и ничего не решишь там. Дальше, хотя я вот неоднократно бывал в той же Госдуме, и я знаю там как, почем фунт лиха. И то, что если мы можем сделать, но я вот честно-то не вижу еще, чтобы вот тут у нас, кроме ШИЭСа, потому что мы все равно должны всю нашу область, вот Архангельскую, или вот взять Коми республику, ну и близлежащие вот эти, ну и вообще дальше еще больше. Это все должно как бы работать вкупе в целом. А мы тут вот, как говорится, вот за что-то вот, ну это все, я считаю, что это все частности, но мне так кажется. Потому что в принципе вопрос у нас дальше-то не двигается, мы как бы должны были все объединяться, а мы тут все разъединились. Ну вот так, я просто, будучи в Украине, я понял, что тут все вот разругались, тут друг на друга там не клевещут, а там поносят, там про что ты вот такой, сякой. А тот говорит, нет, сам такой. Ну это вообще эти перепалки какие-то. Ну вот, я не знаю, если я виноват, я могу признать, если где-то. А так я, не знаю, я встречу всегда и руку пожму, и если надо, отдам, ну, вот эту последнюю рубашку, ну, вот рубище я, допустим, с удовольствием, и мы бы вот вместе пошли. Ладно, ваше отношение к критике понятно, а теперь хочется спросить про тех, кто вас хвалит. Вот некоторые жители Архангельска считают вас, Древарха, брендом города и региона. Как наряду прям с Малыми Карелами, да, наряду с Высоткой и Малыми Карелами. Как вы относитесь к этому? И считаете ли вы тоже сам себя брендом региона? Не знаю, я ведь думаю, что это уже, наверное, надо спрашивать у тех людей, кто это вот говорит. Ну, они так считают. Как вы относитесь? Ну, так это хорошо, если ты считаешь. Я тоже тебя считаю брендом. Понимаешь? Это же ведь где вот так вот с тобой можно было встретиться, надо было приехать сюда, а для этого надо проделать, какой, ты 10 лет я ждал. Через Украину. Чтобы приехать и сюда. Ведь я говорю, сколько людей, столько, и это считать это хорошо, и встретиться вот так надо, общаться надо, чтобы понимать вообще на самом деле, что мы хотим от этой жизни, и разговаривать, и садить деревья, и прибирать берега рек, ну, в общем, все там с мусором, с ЖКХ, с дорогами, там, я не знаю, куда ни копни, везде как клин, как-то вот, в общем, рук на все нам вместе не хватает. Но а с брендами это, пусть это будут
если, может быть, и хорошо, так только надо тогда объединяться вокруг каких-то брендов. Значит, надо, может быть, мы вот этот, раз Архангельск город ангелов, Ангельск, так может быть, вот надо было как тоже крылья поодевать всем. И чтобы этих древархов становилось больше, это же собирательный образ. А как ты вот пошел, снял, разделся, умылся, и ты стал вот человеком опять, отошел вот с этого. Там, я так вот думаю, что это не предусудительно, наверное. Да, ну, наверное. Ладно, у нас почти вышло время, поэтому, наверное, последний вопрос про что вас вдохновляет? Да, вдохновляет? Ну, то, что победа, наверное. А чего еще может вдохновлять? Но если ты победил, то, не знаю, вот оно и есть вдохновение. И какие у вас были победы, кроме Шейса? Победа, вот у меня одна большая победа, это над собой. То, что я себя нашел, и я понял, что кто я есть на самом деле. Вот я, это Триман. Но Триман это вот как вот, человек-дерево, который может, если захочет, а если не захочет, можно и повременить. А так надо нести вот это все наши эти чаяния, или как назвать, пожелания, вот, может быть, их написать, и в следующий наш вот, стрим уже быть более подготовленным, и вот, или там, допустим, созвонившись, можно было бы там, как общаться и решить эти вопросы сразу. Хорошо. На корню. Спасибо. Да, друзья, обещаю в следующий раз лучше подготовиться к стриму. Как я понимаю, это не последняя встреча Древарха с жителями Республики Коми. Следующее заседание процесса пройдет в Вайкино в четверг, да? Следующий? Да, в 10 следующий утра, четверг, да. Поэтому, если кто-то хочет познакомиться с Древархом лично, приезжайте в Вайкино, путешествовать по Республике Коми крайне рекомендую. Мне кажется, дорога от Сыктывкара в Вайкино просто прекрасно как-то и красиво, и как раз идет вдоль замечательных лесов. Да. Поэтому рад встрече. Спасибо, да. что пришли. Да, очень приятно, Хорошо. да.